Полная версия интервью с Ольгой Федоровой выйдет на портале eca.ru в ближайший понедельник. К другим темам Северный форум пополнился новыми членами. В ряды организации вступили 4 российских региона. Это Магаданская область, Красноярский и Приморские края, Ненецкий автономный округ. Одному из новичков Красноярскому краю Якутия передала председательство в Северном форуме. Такое решение приняли члены Совета губернаторов в ходе 12-й Генеральной ассамблеи в Якутске. Съехали 150 гостей из разных стран и регионов Арктики. Участники отметили, что в ближайшее время интерес к Арктике будет только расти, будут расширяться и формы сотрудничества. Поэтому приоритетной задачей на следующие года 2 для Северного форума должны стать расширение присутствия организаций в международных проектах, особенно в Арктическом совете, и привлечение к работе форума молодежи. Об итогах председательства Якутии в Северном форуме и о перспективах работы организации наш корреспондент Розалия Борисова. За 2 года Якутия смогла восстановить статус Северного форума, вернула в состав многих членов и начала работу по продвижению организации. Сегодня на 12-й Генеральной ассамблее собрались больше 150 представителей из разных стран и регионов Арктики. Работа в условиях глобализации, жизнь коренных народов, развитие промышленности в Арктике и сохранение биоразнообразия – лишь малая часть работы Северного форума. Как мы и планировали, все-таки сохранили устойчивость организации. Укрепили операционную структуру, перенося секретариат в город Якутск, значительно снизили финансовые расходы на содержание аппарата, начали поддерживать и проекты. И к тому же создали хороший фундамент для динамичного, для быстрого расширения членства, что позволит нам занять очень весомую нишу в международном арктическом сотрудничестве. В отличие от других крупных организаций, Северный форум – это площадка для обмена мнениями между регионами. Это опыт научный, практический, идеи, проекты, которые могут помочь сохранить природу и традиционный образ жизни в Арктике. Именно такой подход помогает найти определенные ответы на острые вопросы. Сегодня регионы делятся своим опытом по адаптации к изменению климата. Если взять Якутию и, скажем, некоторое потепление в южной части, в зоне Алдана, может быть и хорошо. Это, может быть, когда-то станет даже сельскохозяйственной зоной. Если взять вечную мерзлоту, то, наверное, здесь могут какие-то необратимые процессы для инженерных сооружений, для домостроения. Здесь должна наука ответить, но подстраиваться нам все равно придется. То есть мы от этого никуда не уйдем. И вот здесь найти именно, как будет меняться, спрогнозировать и, соответственно, уже наработать государственные программы, мероприятия, инженерные решения, которые позволили бы минимум безболезненно, скажем так, адаптироваться к этим изменениям. С изменением климата на севере к новым условиям и жизни придется адаптироваться и жителям всей планеты. На самом деле изменение климата в Арктике влияет на режим изменения муссонов в Индии и климата в целом в этой стране. Если же начнет таять многолетняя мерзлота, то это означает громадное увеличение выброса метана, что, понятно, очень сильно повлияет на нашу атмосферу. И тут встает вопрос арктического парадокса. Чем теплее климат, тем легче добывать природные ресурсы, но тем быстрее идет процесс таяния льдов и потепления климата. С каждой новой скважиной климат меняется, а вместе с ней и жизнь коренных народов. В такой ситуации, предлагают участники форума, необходимо собрать воедино знания науки, промышленности и уклада жизни коренных народов. Если менять немножко вот это мировоззрение, что все надо быстрее и больше извлечь для прибыли. Вот, если, допустим, от местных народов, от коренных народов учиться, что цель развития не рост, а цель развития стабильное проживание. Как бы больше соответствие с теми ресурсами, ради которых мы вообще живем на этой планете. Вот тогда эти ресурсы, их можно пускать на благо человечества, не только на благо каких-то торговых бирж.
Эти рекомендации, предложения в будущем могут лечь в основу закона о недрах. Тем более республика уже сегодня имеет свои законы по защите уклада жизни коренных народов. А Россия наглядно показала, промышленность может гармонично сосуществовать с традиционным образом жизни. Единственная проблема – внедрение законов и их работа в условиях бурного развития промышленности. И здесь, как никогда, важно обратить внимание на молодежь и новые пути развития Арктики. Сейчас самое важное – это воспитание новых лидеров Арктики. Если мы начнем работу в этом направлении, эти новые лидеры, понимая ситуацию, смогут разрабатывать конкретные программы для конкретных поселений и развитие различных форм малого бизнеса. Потому что адаптация к изменениям в Арктике, она предполагает не только адаптацию как бы в целом, а адаптацию конкретных поселений, чтобы улучшить жизнь на местах. О важности молодежи в развитии Арктики говорил и глава республики Егор Борисов на заседании Совета губернаторов. Глава пожелал представителям Красноярского края, новым руководителям Северного форума обратить особое внимание на преемственность поколений. Красноярский край продолжит начатую работу и уже сегодня наметил проекты для реализации. Есть как минимум два, которые сразу приходят в голову проект. Мы как раз говорили о комфортном жилье. И вот здесь мы, например, в Красноярском крае предлагаем вариант модульного жилья. И второй очевидный проект – проблемы транспортной доступности. Это очень важные проблемы, которые тоже нужно решать. И вот думаю, что вот и такие вопросы в том числе мы тоже должны рассматривать. Может быть, это не совещание при правительстве Красноярского края или правительстве Российской Федерации, но постановка проблемы их обсуждения, в том числе заботы вот нашей такой организации, как Северный форум. Северный форум вновь становится интересным. Свою готовность вступить в состав форума сегодня озвучили Лапландия, провинция Хэйлунцзян, Китай, Аляска, Хоккайдо, Япония, регионы Канады. Уже наметились мероприятия на следующий год. Так, региональные координаторы форума в сентябре встретятся на совещании комитета в Аляске. Розалия Борисова, Нургулиана Егорова, Иван Семенов, Якутия. День за днем.